17 мая этого года одному из старейших и красивейших музеев Кавказа, Абхазскому государственному музею, исполняется 100 лет. В течение всего года в музее будут проходить выставки и мероприятия, посвященные юбилею. Уже сейчас сотрудники всех отделов готовят уникальную программу, которая будет интересна и детям, и взрослым. В конце марта отдел этнологии презентует мероприятие, состоящее из двух частей. Во-первых, конечно, это новая экспозиция. Здесь будет очень большая выставка, я могу сказать, связанная с мукомольным производством. Это различные ступки, которые сохранились у нас, но некоторые элементы, которые нужно было ставить в экспозицию, я их реставрировала, и для того, чтобы в дальнейшем можно увидеть его в экспозиции. Точная дата проведения пока неизвестна, многое будет зависеть от погоды. Дело в том, что и выставка, и вторая часть мероприятия «Национальный обряд Хошкыра» будут организованы во дворе музея. Связано с этим обрядом будет обращаться, я не могу сейчас сказать жрец, это будет женщина, чистая женщина, так говорим вообще в традиционной у нас религии, и она будет обращаться и показывать прохождение этого обряда и угощение ритуальной пищи, но это все будем увидеть в этом дворе. А дети, которые будут участвовать, у них тоже ожидается какие-то интересные призы, также, которые они там будут игры, которые будут собирать, и мы для них тоже сделаем маленькую выставку. Отдел естественной истории к столетию музея готовит выставку, посвященную знаменитому исследователю флоры Кавказа Николаю Альбову. В этом году исполняется 120 лет со дня его смерти. Сотрудники отдела природы разработали подробную карту маршрутов, на которых Николай Альбов в сопровождении абхазских проводников собирал уникальные гербарные материалы. Здесь вы видите частичную выставку, она будет дополнена, работаем над этим. Буквально сегодня уже будет материал, и каждый из сотрудников будет говорить о нем, об этом человеке, который столько сделал для Абхазии, в частности, изучая Кавказские горы и флору Абхазии. Также в отделе природы покажут геологические материалы, которые до этого никогда не выставлялись. Но главную премьеру совместно со всеми сотрудниками музея готовит отдел хранения. В начале апреля в конференц-зале будет организована выставка интереснейших экспонатов из фондов Абхазского госмузея. За все годы существования музея эти вещи будут выставлены впервые. Будут экспонаты интересно говорящие о древней истории. Будут экспонаты, говорящие о первых экспедициях по отделу естественной истории, которые находили здесь материалы, составляли геологическую карту Абхазии и так далее. Будут материалы из очень древних раскопок. Это будет и золото, и серебро. Это будут наши этнографические материалы. У людей будет возможность сравнить седло, сделанное абхазскими мастерами, и седло, сделанное для абхазцев, но не абхазскими мастерами. Все перечисленные шаги станут лишь преддверием к главному празднику – 100-му дню рождения Госмузея. А уж к 17 мая готовится целый ряд торжественных мероприятий. Ночь в музее, международная конференция с участием ученых и археологов, выставка фотографий, посвященных истории становления Госмузея и многое другое. К юбилейной дате мы подготовили фотоальбом, столетие Абхазского госмузея. Надеемся, к этому времени альбом будет издан. Также мы подготовили очередной том труды Абхазского госмузея. Это 7-й том. Я надеюсь, тоже к этому времени успеют издать. Аркадий Джопо с большой благодарностью отметил любовь и трудолюбие, с которыми сотрудники музея готовятся к юбилейной дате. Цитата. «Я хочу, чтобы наши гости понимали, что музейная работа очень сложная и делается она исключительно от души, а те, кто иначе относятся к своей работе, надолго в музее не задерживаются». Надежда Боровикова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.